Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем водителя, который сел за руль сильно пьяным. Перепутал газ, педали, тормоз. И последствия его поездки. Расскажем, как в Казани уроженец ближнего зарубежья убил двух соотечественников и пытался скрыться. Убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. И поиски одного из 3 утонувших в Тукаевском районе рыбаков. А также слушание дела предполагаемого организатора нелегального производства спиртных напитков. Путем совершения тяжких преступлений против здоровья населения. Среди пострадавших 11 компаний, в том числе производитель элитного французского коньяка. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый водитель Kia Optima протаранил 2 автомобиля на улице Танковая. Его состояние подтвердил алкотестер. Пострадала женщина, пассажир одной из машин. На чьей машине был предполагаемый виновник и зачем на него надели наручники, расскажет Айрат Назипов. Он был на месте происшествия. Перепутал газ, педали, тормоз. Последствия такой путаницы: 3 разбитые машины и 1 пострадавший человек. Водитель Kia Optima протаранил Kia Rio, который в свою очередь откинул на Renault Sandero. В аварии пострадала пассажирка Kia Rio. Ее госпитализировали с растяжением шейного отдела позвоночника. Предполагаемый виновник аварии считает, что случилось все исключительно из-за его невнимательности. Впрочем, автоинспекторы посчитали, что решающую роль в ДТП сыграл другой фактор – алкогольное опьянение водителя. Ему предложили пройти экспресс-тест на употребление алкоголя. Прибор показал больше миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха. К слову, он признался, что автомобиль, за руль которого он сел пьяным, не его, а брата. А брат, ты знаешь, что вы на его машине были? У него спросите. То есть он пока не знает, да? Зачем? После аварии мужчина, по уверениям очевидцев, вел себя неадекватно и довольно буйно. Автоинспекторам пришлось ограничить амплитуду его движений с помощью наручников. Сам он эту версию отрицал. А почему вы в наручниках сидите? Не знаю. Ну, обычно же просто так не заковывают. Я тоже удивляюсь. Вот почему-то заковали меня в наручники. Вы вопрос не задавали, да, почему вас наручники заковали? Да вот не спрашивали. Не спрашивали? Нет. Теперь водителя, вероятно, лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет. Ему также предстоит выплатить штраф в 30 000 рублей. Автоинспекторам предстоит найти владельца автомобиля. В случае, если он напишет заявление об угоне, водителю может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. 15-летнюю девочку-подростка сбил 35-летний водитель «Шевроле Авео» на улице Батаршина. Она попала под колеса иномарки, переходя дорогу по всем правилам по пешеходному переходу. Светофором он не оборудованный, водитель должен был пропустить человека. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга. Ей потребовалась госпитализация. Многие водители жалуются на киоск, расположенный рядом с зеброй. По их мнению, из-за ограниченной видимости здесь может увеличиться количество наездов. Ну, вот там вот будка стоит, там продукты продает. И она вот прям перед зеброй. И когда едешь, вот люди выходят, никогда пешеходов не видно. Надо вот это, чтобы продовольственную куда-то передвинули. Тут часто такое происходит? Не сшибали людей, но часто по тормозам приходится давать. Крупная авария произошла вечером на выезде из Казани. На трассе Казань-Оренбург, недалеко от поворота на аэропорт, столкнулись 2 автомобиля «Шевроле». Одна из иномарок после столкновения перевернулась на крышу. Пострадала 16-летняя девушка. Как и почему произошла авария, расскажет Айгуль Бадрудинова. Вас не было, да, здесь? Нет, никого не было. Нет, пустая машина стояла. Водителю «Шевроле Кобальт» еще повезло, что в момент аварии он не был у своей машины и объяснил, что остановился в крайнем правом ряду, включил аварийную сигнализацию и выставил знак. Затем перебежал дорогу, чтобы встретиться со своим отцом, водителем КАМАЗа. Их общение прервал громкий хлопок. Не знаю, как это произошло. Смотрел, он уже перевернул. Смотрел. В стоящий «Шевроле Кобальт» въехал водитель «Шевроле Круз». После мощного удара одна из иномарок опрокинулась на крышу. По какой причине предполагаемый виновник ДТП совершил столкновение, он никому объяснить не мог. В перевернутой машине на тот момент находились 3 человека. Пострадала 16-летняя девушка. Нет, он сейчас никак не может разговаривать. То есть он ничего не объяснил, ничего такого? Вот только сейчас спрашиваю, а что там было? Он говорит, я не знаю. Удали все, я глаза открыл, перевернул машину. Он один в машине был? У него там 2 девушки тоже. Они уехали, что ли, там? Да, вот там. У него падало, как? Друг приехал, взяли, по-моему, в больнице или... А, ну скоро приезжал, никого не забрал, да? Нет.
Если перевернутая «Шевроле» еще подлежит ремонту, то вот о второй машине такого не скажешь. Ее владелец считает, что восстанавливать транспортные средства уже не имеет смысла. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Конфликт подростков перерос в избиение мужчины и убийство его 15-летней дочери. Такая информация сегодня появилась в социальных сетях. Ссылаясь на собственные неназванные источники, авторы сообщают, что пришедшие в квартиру одного из домов поселка Осиново подростки избили отца семейства и убили его младшую дочь. Ее нашли на дереве недалеко от дома. Следственный комитет по факту случившегося провел проверку, и признаков преступления следователи не обнаружили. Было установлено, что девочка ушла из жизни добровольно. Тела двух мужчин, одному 23 года, другому 25, были обнаружены минувшим вечером в квартире одного из домов на проспекте Ибрагимова в Казани. Эксперты установили, что причиной смерти стали колото-резанные ранения спины и лица. Погибшие граждане ближнего зарубежья находились в России без регистрации. Квартиру они снимали, как установили стражи порядка, вместе со своим 32-летним соотечественником. Подозрения в совершении преступления пали на него. К тому же было установлено, что вскоре после смерти своих знакомых он приобрел билет на междугородний автобус до Самары, но был задержан полицейскими на подъезде к Аксубаевскому району. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». По предварительным данным, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. В настоящий момент с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия. Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Тела двух рыбаков нашли, одного еще ищут. Трое мужчин ушли на рыбалку на реку Ик и пропали в минувшую субботу. Их знакомые, приехавшие на место рыбной ловли, нашли прибитую к берегу перевернутую лодку, принадлежавшую их товарищам. Через несколько часов спасатели в камышах обнаружили тело одного из рыбаков, 37-летнего мужчины, самого младшего в той компании. Сутки спустя на глубине 2 метров и в 70 метрах от берега спасатели обнаружили и извлекли на поверхность воды тело 40-летнего мужчины. По предварительной информации, оба погибших рыбака были без спасательных жилетов, обязательных к ношению при движении на маломерном судне. Третьего, 50-летнего мужчину, обнаружить пока не удалось. Сегодня в Приволжском суде Казани приступили к изучению показаний свидетелей, потерпевших по делу о производстве и сбыте фальсифицированной алкогольной продукции. По данным следствия, в гараже одного из частных домов на улице Лесная в поселке Константиновка с августа 2012 по июль 2015 года незаконно производили спиртосодержащую жидкость, разливали ее в бутылки с этикетками известных производителей. В списке потерпевших 11 фирм, в том числе и производители элитного французского коньяка. Изготавливали напитки по материалам уголовного дела, организованной группой. Ее участников уже осудили, кто-то уже вышел на свободу. А предполагаемый организатор находился в федеральном розыске, и его дело было выделено в отдельное производство. О черном алкогольном рынке Алия Хайруддинова. Не признаю, что он могу. То есть полностью не признаете? Его обвиняют в совершении 11 преступлений, среди которых незаконное использование товарных знаков, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Все это в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в организации преступного сообщества. Обвинение считает совершенные преступления тяжкими. Станислав Федоров не признает ничего. Путем совершения тяжких преступлений против здоровья населения, это то есть производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Его задержали в Самаре на съемной квартире, где он был после возвращения в Россию из Израиля, куда уехал в феврале 2015-го. Меру пресечения ему тогда избрали заочно. Все это время находился в федеральном розыске. Теперь уже год как под стражей. Следствие уверено, с 2012 по 2014 годы именно Станислав Федоров руководил подпольным производством алкогольных напитков. Качество продукции было плохим. Это на допросе подтвердили клиенты рюмочной на улице Мавлютова, где потом сбывали поддельную водку. Их показания из уголовного дела сегодня пришлось озвучивать в стороне обвинения. На процесс свидетели не явились. Потерпевшие были защищены надлежащим образом, однако не явились. Также были защищены свидетели обвинения, однако не явились на сегодняшнем судебном заседании. 12 участникам данного криминального бизнеса Приволжский суд вынес приговор в 2017-м. Большинство получили от 5 до 8 лет лишения свободы. У кого-то срок заключения уже завершился. Алия Хайруддинова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.